Друзья, всем привет! 22 октября отметили славно вчера день рождения у супруги Валентины. Погуляли. Ну, в общем, вот так вот день провели. Сегодня новый день, и мы опять выезжаем на нашу Печору. Выезжаем в Визгу. Рыбалка, охота. Ну, рыбалки так, чисто по наливу продольники будем проверять. В основном это, конечно, охотиться, дай бог полетит утка, может уток постреляем. Сегодня у нас опять компания в полном составе. Серега сегодня с нами. Вот снежки играет. Патроны на уток готовлю. Это добивать, да? Вон, как мы видим, снегу выпало где-то сантиметров 5, наверное. Температура за бортом сейчас 0 градусов, было минус 2. Сырая противная погода, ветерок южный вроде бы дует. В общем, не знаю, что получится, выезжаем. Как приехали, пролетела стайка серых уток, но высоко. Если серая идет, значит еще черная должна пойти. Кто-то мне писал комментарии, у нас, говорит, черных уток турпанов, говорит, вообще не бьют. Типа, какая-то женщина писала. Да. Видел, да? Я ей ответил, говорю, почему нет? Нормальная, вкусная утка. Консервы делал вообще шикарные. Так что, как-то вот так. Ладно, выезжаем. Первым делом посмотрим наши продольники. Мы даже тогда из-за непогоды не успели проверить. Ну, а дальше все по плану. Погнали. Так, прежде чем начать проверку продольников, мы пришли за живцами, так как у нас гальяны все озерные закончились. Пришли вот на наше место, где мы зимой ловили голянчиков речных, малявок вот этих. Сейчас попробуем с очком черпануть. Если нет, так у меня здесь стоят ловушки. Проверим ловушки. Соберем живцов, а потом уже пойдем проверять. Посмотрим, получится, не получится. В прошлый раз здесь было их очень много. Вот, осталось совсем немножко. И то мелочевка. Попробуем зайти в броднях и закинуть. Так, снег выпал, видно все, кто что наследил. Вот вижу следы выдры. Подходила к моим ловушкам. Я так думаю, пластиковые бутылки она не перегрызла. Вот она здесь шарохалась. Он ходила туда. Так, у нас здесь стоит наша, как говорится, раколовка, и стоят бутылочки. Так, ну первым делом попробуем поймать на сачок. Прямо на бутылке сейчас сюда кину, рядом с бутылками, вот сюда вот. Сейчас посмотрим, влетит, не влетит что-нибудь. Так. Что-то не густо. Мелкий малек есть. А вон подходят немножко. Ага. Подошли. Залезают потихонечку. Заходят. Мелкий. Малька много, но он очень мелкий. Ладно, что, пробуем, не будем время тянуть. Немного. Вижу маленького ёршика.
Вижу с десяток, может, нормальных мальков, остальная мелочь. Остальное мелочь. Так. Я даже все брать не буду. Не, это мелочевка. Вот крупных возьму, остальных обратно отпущу. Не пойдет такие. Повезло вам. Вот еще один нормальный. Так, ладно. Ловушки ловушками. Ой, сачок сачком. Посмотрим, что у нас в ловушках. Раколовочка. Ну, в прошлый раз я комбикорму немного закинул. Я так думаю. Опа, что-то там есть. Сейчас посмотрим. Окушок. Второй маленький окушок. Третий. 3 окушка. И несколько мальков. Так, я, наверное, раколовку буду поднимать. Смысла нету. Нет, смысл-то может быть есть. Ударят морозы. Просто вмерзнет в лед, потом долбить лишний раз. Так. Вот таких вот 3 маленьких окушочка. Говорят, на лимнауку не клюет, но мы попробуем. Из десяток мальков, наверное. Так. Что у нас, мелкие ловушки? Мелкие ловушки есть мелкие ловушки. Они никогда не подводили. Малек здесь есть. И это очень хорошо. О, хороший крупный малек. Ну, здесь вообще это мелкая шикарно сработала. Вон. О. Так, а что мне с вами делать? Тоже, наверное, поднять придется, чтобы не выдалбливать потом из-под льда. Потом зимой наловим. Так, еще у нас 2 ловушечки. Тоже залетело. Где-то штук по 30 каждую, наверное. Ох, как хорошо. Здорово. Нам хватит. Я говорю, мелкие хорошо работают. У нас еще одна крупная там есть. О! Шикарно. Так. Вот она, наша большая ловушка. Сразу вижу возле ловушки куча мальков. Наверное, и в ловушке не меньше, я так думаю. Сейчас мы это проверим. Ловушку тоже
А нет. Ловушки пусто. Странно. Вокруг куча, а там пусто. Один малек. Так что ловушку тоже поднимаем и идем к лодке. Сюда мы придем только теперь уже по твердой воде, когда будет лед, будем ловить живцов. Вот их тысячи, миллионы. Приступаем к проверке продольников. Первый пошел. Вода поднялась, вода большая. Сейчас. Грязи море, налимов нет. Да? Пусто. Если еще завтра будет пустая проверка, будем поднимать. Подъезжаем к второму продольнику. Чайки. Чайки вон тоже скучковались, тоже, наверное, на юг собираются лететь. Что-то есть, да? А язь? Грязь есть, а язь... Не, натяжка есть же вон. Налим, вон, близко. Это, я вижу уже налима, да. Налим. Хорошо, килограмма 2. Ну, вон он, здоровенный, да. Крутится, вертится шар голубой. Есть наш. Налим наш. Вот Янцекадан. А это без бичка что оставляем? Мертвых убирай, да. За губу. Слабенько, да, зацепился? Это за верхнюю. Видно было, что это? За верхнюю нормально. Все хуже то, что их приходится аккуратно снимать живыми, потому что у меня вон все пальцы покусаны, Серега. Все как наждачкой, все. Не, у меня вон, что вот такой вот налим. Сижок на удочку клюнул, единственный, на 3 удочки. 3 удочки, 1 сижок, все удочки подняли, да, не работает. Не хотят, как хотят. А ворон про пальцы-то говорил, вот, все пальцы покоцанные, блин, как наждачки. Это вот они вот налимы ням-ням кусали. Так, ну что, первый налим есть. Видим дальше. Непонятно, вроде на малявку, да? Третий пошел. Камушки, да? Тут уже запаса мало, да? До завтра не утонут. О. Там налим, наверное, сверху, нет? А он лежит на дне? Нет? Пусто. Совсем. Веревка. И прицепилась об наш продольник? Да. Отжимами. О, натяжка есть, Серега. Слышно, нет? Меня обманули. Обманули, да? Я здесь Если такого маленького налима не съели, значит здесь налим точно не проплывал. малявок-то насадить? Или это- Значит пусто. Если крючок маленький, налима убрать, но к живцам. Если крючок нормальный, большой, то пусть там висит. малявок промежуточный Насаживай. А, там-то, если сдох. Здесь пусто. Так, все, поехали. Че, нифига?
натяжки нет. Да? Понятно. Ладно. Вода прибывает, так что сейчас бутылочку добавим к веревке, чтобы не утонул. Вот проверили крайний 6-й продольник, тоже пусто. 7-й, да, получается? 7 продольников, только 1 налим. Все. Завтра, независимо от того, будет улов, не будет улова, поднимаем продольники и наливом будем ловить только теперь уже по закрытой воде, по твердому льду. Половили, что, плохо половили. Свежатины поели, до зимы даже. И немножко еще заморозили. Так что пока встанет лед, у нас налим будет, а лед встанет, налима будет еще больше. Теперь встречаемся на нижней продоле. Нет? Теперь будет. Нет, не проебите никогда. Это они длиннющие еще клюдаешь. Что нету, да? А? Порвали неводом. Дайте, Сань, посмотри. Получается, да, порвали. Длинный же был здесь. Ну сразу тогда соберем его. Да. Видать, не водили, задели продольник и порвали. Не, могли плавуном. Или плавуном, да. Так, друзья, тут у нас потери по продольникам. Один продольник только половину достали, оборванный, второго нет вообще. Предположительно, здесь, если не водят, то плавают. Плавуном, наверное, скорее всего, зацепили. Одну порвали об крючок, а вторую, видать, тоже, наверное, замотали, порвали и выкинули. В общем, минус 2 продольника. А на втором налим попадался хорошо. Как-то вот так. Слава, место очтаевоимо. Наконец-то добрались до берега. Кидаем налимчика нашего в стиральную машину. Вот так вот. Постирайся, друг. Закрываем на замок. И сейчас это в воду брут. Удочки все подняли. Все удочки пустые. Ну, вон 2 стишка как раз на малосолочку, да? Так что все сезон клетчатых удочек закрыли. Завтра закроем сезон продольников. Поднимем продольники и будем балдеть. Да, постреляем уток и будем отдыхать. Серега говорит, закрытие навигации сейчас будет. Саня говорит тоже. Я не знаю, мне как бы пока не хочется. Ну, посмотрим. Может быть, еще когда-нибудь куда-нибудь да выеду. Лодка еще на берегу у меня. Так что про закрытие навигации я пока молчу. Хотя уже через 2 дня будет минус 8. Там хочешь не хочешь, а придется закрываться. Холодно на лодке? Очень холодно. Все, идем в избу. Затапливаем печку. И что-то, наверное, перекусим, да? Нет. Иногда надо кушать. Да. Ну что, друзья, вот он, наш ужин. Как говорится, вчера гуляли день рождения у Валентины Васильевны. С праздничного стола вот салатики немножко вот в контейнере поставили. Подогрели картофель с глухарем. В общем, все шикарно. Вот тарталеточки немного. Как говорится, типа день рождения продолжается. По большому счету, мы на улице еще сегодня не стемнело, мы уже в избе. Это, можно сказать, закрытие сезона. Летний сезон закрываем, скоро будет зимний сезон, скоро будет открытие сезона. И немного мы решили сегодня расслабиться и скрывать нечего. Вот чарочка рыбацкого. Давайте друзьям. Опять мы забыли. Что не говори, а вот так просто вот приехать в избу. Дома где? Ну, дома это не то пальто. А так в избушечке вообще здорово. Расслабиться, поговорить, пообщаться.
не буду как бы вспоминать, кто что писал по поводу этому, да, у вас там. Просто это действительно здорово. Встретиться с друзьями здесь именно в такой обстановке. На улице снег, пошел дождь, потеплел и ветер. А здесь благоприятно, печечку затопили, все тепло, хорошо. И это здорово. И давайте Вот. за это выпьем, чтобы почаще Будьте здоровы. были такие моменты. Всех прихватило, тем более не стали сегодня морозиться. Да. У всех бронхиты. Серега тоже уже закашлял. У меня и так не проходило. У меня уже голос поменялся. Теперь я уже свой голос забыл, как он выглядел. Вчера еще с таким голосом пытался что-то петь на дне рождения. На баяне, да? Не, баян не доставали. Был бы баян, голос бы прорезался, да? И мне кажется, если бы, ну так немного, потому что с мелким пели песни. А если был бы баян, если бы орали, наверное, сегодня бы голоса точно вообще не было. После этого дела, когда горло болит и поешь, там вырубает напрочь голос. Понятно. Будем здоровы. Главное здоровье. Мне все друзья желают здоровья, а что-то я его не вижу, блин, уже А 2 потому недели. что погода, смотри какая. Не даем, организму-то не даем, это самое. Взглядская. Взглядская. То дождь, то снег. А кто-то не водит. Кому-то все рыбы мало, блин. А мы поймали вот на молоточек. А, Сань, сейчас покажем. Мы 2 стишков, что сегодня поймали на удочку. Порезали, посолили. И сейчас мы будем... Ач! Налимчик живой. Налима, да, закинули стираться. Вот так вот. 2 стишка молотолочка. Прям в ведре. Сейчас перемешаем. Блин, зря я показал. Я, наверное, уже не удержусь. Да, надо было просолиться, чтобы чуть-чуть. Да, нормально уже посерьезно. Может, тарелочку положишь? А, Пару штук положи сразу. все, все, все. Все не влезет. Ведро надо положить сразу. Все. Красота. За стол можно. Так они смотрят на меня. Вот этот кусочек можно я сразу украду? Так, наверное. Он не засадился. Не засадился, он слишком толстый, да? Нормально. Да, я просто говорю. Наливай. А я вот этот вот небольшой. Начинали разговор. Что было в это лето, да? Ну, какие позитивные моменты по рыбалке там были в это лето? А это лето для меня вообще пролетело. Считай, 9 лет говорю. 9 дней, или сколько там мы были, 10, со Славиком. Потом с Дрюней неделю или 8 дней там. Ну, с доктором там 3-4 дня. И все. Лето пролетело. Сенокос. И все. А я вспоминал это самое. Вот позапрошлый год мы с Саней ездили, были именно 2 дня трофейные щуки. Фотографии, все имеется, все красота. Больше 5, да? Если надо, тебе скину. Не, например, больше 5-то нет. Нет, не больше 5, а по количеству трешек. Я не помню, там, наверное, штук 10, наверное, трешек вот так вот. Представляешь, за 2 дня вот попалась там. Вообще круто. Просто кайфовали. Я прям щука выпрыгивала за блесной, прям, ну, такие экземпляры были неплохие. И В июле. да, именно в июле месяце, А я неделю раньше было, чуть-чуть не успел. это в прошлом году. А в этом году, В это же число в поехали. этом году ты прозевал какую систему? Ну, не совсем прозевал, Харю зато ты немножко застал хвостик. Сенокос такой. Синокос, хвостик. Ой, Хариус был в этом году отменный. Такие слоны были, конечно. Слишком крупные. 2 дня, вот я порыбачил, первый день там что-то 5 или 6 штук, 10. Но это уже остатки были. А вот ловилось же вообще изумительно. Я с сыном ездил на рыбалку. Сын там вообще мушку держит там, ну, допустим, на спиннинге. Жахнет как. Папа, подними мне. Бах, тащишь там такой кабан. Ведро за 2 часа вот, на мушке вот на спиннинг кидаешь, оно погоняло. Куда он сейчас ушел? Мальки Где-то есть, да. Так самое интересное, что мелкие не клювали, вот именно крупняк. Ты же сам тоже хвостик-то застал там. Такие слоны вот именно стояли. было дело. Мелочь куда-то уходила.
А сейчас ее вообще нету. Дай бог, чтобы подледная поклевала так же. На Печоре тоже можно неплохо подледная половить. Куда ты сей год планируешь, допустим, поставить? Там, На малька должен там шлепать. хорюзинное место, мама не горюй, там все камни полностью, там ни капли песка нету. Ничего. Будет скоро уже, наверное, недели. Я так думаю, если до ноябрьских праздников лед станет, налимом половим. Если он опять станет к концу ноября. 7 ноября-то точно нет. 4-го. Даже до 7 не станет. А раньше мы всегда на каникулы уже с отцом налима ловили. Я приезжаю на каникулы, лед стоит, у бати уже крючки стоят. Деныч, я помню, вот, ну, у отца покойник, он говорил всегда. Покров день, на следующий день, я, говорит, как-то, но я, говорит, переходил уже речку, чтобы идти в лес, в избушку. В октябре. Да, он мне так говорил, что вот покров день, и на следующий день я, говорит, уже как-то, говорит, уже переходил речку. Ну, говорит, не так, что знаешь. С неводом, да, на носу Да. тоже. Они же, да? Не, Нет, это Другие. с деревни приехали. как-то, говорит, ну, переходил речку, говорит. Ну, на свою, конечно, на свой, говорит, страх и риск, но я, говорит, переходил. Ну, говорит, вот так, ну, там, может, где-то полыни открыт, но, говорит, уже переходил. А тут где? 22 да, ведь, октября? Сезон закрываем. Сезон какой-никакой, без рыбы мы не сидели. Конечно. У каждого рыба есть, окуня коптили, везя морозильник набили. Да, белые рыбы, что едим, что ловим, сразу практически съедаем. Запаса белой рыбы не сделали, не заготовили на зиму. Потом- Можно вот народ вот суетиться, можно невод бросить, поневодить, и запас будет, конечно, но мы решили, Мы любим на удочку. да, мы зимой будем потихонечку. Если честно, ведь не нравится мне вот это не водить, тем более это противозаконно. Это одним глазом туда, вторым туда, И третьим надо еще туда, да. которого нет. А не дай бог ты врюхаешься, блин, это конфискация, да нахрен это надо, штрафы. Лучше, как говорится, синица в руках, да? Лучше каждый день по 2 сига. Зато свежие. Да там выше дернули. Чем журавль на нарах. Слышь? Выше Не, а когда каждый день свежие, это лучше. Я понял. Конечно. Может этот, вода прибыла, да, эти там. Смысл мешок, смысл этих мешок сигов этих ловить, которые Да. в морозилке, если каждый день можно по чуть-чуть ловить. Морозилки через 3 месяца это уже не рыба. Уже не то. Тем более жирные породы рыб, сиг, вот скажем, хариус, он уже начинает черный, вот это. Ну, да. Так что будем ловить свежую. Главное пусть ловится. Дзинь. Да будет ловиться. Терпение и труд всем перепрут. Это ваши друзья. Провожаем. Скоро будем встречать. Провожаем жидкую воду, встречаем. А скоро вон снег уже лежит. Вон. Так он даже уже не тает. Вот плюсовая температура, он не тает. Земля подостыла уже. В общем, сегодня был дома. Посмотрел ролик, который выпустил неделю назад. Где у нас, где я показывал, что висит гирлянда уток, там с десяток, наверное, уток было. И добыли в то утро 2 тетерки. Мы просто заметили, тетерки перелетают. Не тетерки, а там тетерки, косачи, тетерева. Штук, наверное, сколько? 30, да, наверное, было? Ну, 20 точно было тогда. Перелетели, расселись на березе. Я думаю, а что, попробую. Был заморозок, трава хрустела. Думаю, почему бы нет? Попробую. А вдруг? В общем, там улетели. Ну, смотрю, они уже наготове вот-вот взлетят. Я бах, падает. Ну, падает, подошел тетерка, да? Подошел, опять подкрадываться там по траве. Взлетают, там осталось 3-4 штуки, наверное. Я прицелился, бац, падает, добиваю. Ну, 2 терки. К чему я это говорю? Осенью, друзья,
нет ничего зазорного, что тетерку, глухарку, ничего в этом зазорного нету. Как мне отец говорил, сейчас тоже запрещена охота на петли. Ну, испокон веков по нашей традиции, да и не только нашей коми-традиции, знаю, что в северных районах и везде всегда у каждого нормального охотника был свой путик. Родословный путик, который передавался от отца, от деда к отцу, от отца к сыну, от сына к детям, от детям к внукам. Передавался из поколения в поколение, эти путики передавались. Строились избы. То есть этот участок был как бы не по закону, конечно, это все, но по человеческим законам, по родословным законам той или иной деревни, это все приходилось поколение в поколение. Так вот, они ставили осенью петли, ловили дичь на петли. В дичь, естественно, попадали как и глухари, так и глухарки, как и косачи, так и тетерки. Рябчики тоже, самцы-самки, ничего в этом зазорного нету. Мне там писали комментарии, а вот ты тетерок бьешь там. А вот мы смотрим каналы, где тетерок не бьют. Где бьют только там черных, скажем. Да бьют они и черных, и рыжих, и всяких бьют. Просто они на своем канале, возможно, этого не показывают, чтобы не зачернить репутацию канала. Я вам говорю, мне скрывать нечего. Я как думаю, чем живу, то и показываю. Я бы, да, мог сказать убрать, сделать все культурное, ласковое и пушистое. Я тетерок не бью, так же сделать, как многие это делают. И выглядит зато красиво, шикарно, пушисто на своих каналах. Подписчиков много, он хороший, он прекрасный, он просто такой супер. Да все бьют. Осенью не зазорно. Зато я, друзья, никогда не пойду на охоту весной. На боровую дичь это для меня полный запрет. Я даже на таках не бью дичь, ни черную, ни рыжую. Как вы думаете? Вот, давай всех черных перебьем, а рыжих оставим. Баба без мужика не рожает, в курсе нет. Петух тоже курицу долбит, блин. Без петуха и жизнь не та. Давай всех черных перебьем, и что одни кополуки сделают? Как ни крути, это все нормально. Будет процветать лесбиянство. Да, лесбиянство пусть процветает, но от них птенцы-то не рождаются. Выхлопа-то нету, да? Да, как мне один, не буду называть имя, фамилия, человек, спорили, глухарь и глухарка, говорит, не как петухи, говорит, ну, самец самку не чпокает, говорит. Он говорит, самец, говорит, такую плюет, глухарка, говорит, проглатывает слюну и залетают. Я говорю, слушай, петух топчет курицу? Он говорит, петух топчет. А глухари глухарками, это, говорит, с каменных веков, там, из доисторических времен, а говорят, они, говорит, не топчат. Я говорю, любые птицы топчат друг друга, говорю, это самец, самка. Нет, говорит, они от слюны залетают. Я говорю, мы почему-то от слюны не залетаем. Плюнь, не плюнь там, блин. Слюну, не слюну, а пока нормально не плюнешь, там, с нормального сопла, как говорится, блин, ничего не получится, блин. Так и, я вам говорю, надо, чтобы это как-то, как весы. Если будет глухарок, скажем, тетерок 100-200, а 3-4 глухаря, это что? Все это ерунда. Тем более, говорит, численность сейчас нет, нормальная численность. Вот сейчас, вчера проезжали с Аней. Вся береза, они с той стороны сбора прилетают, береза у всех, человек говорил. И в основном тетерки все. В основном штук 30, наверное, в основном вся рыжая. Да. Потом Черных. человека встретили, Максим с Лехой сплавлялись. У них тоже лежит рыжая в лодке, получается. Говорит, сходил, говорит, куча, говорит, 150, наверное, да, говорит, было. И, говорит, куча, просто куча, говорит, подкрался к одной. В основном вся рыжая. Вот вам и ответ на вопрос. Тетерок намного больше, чем косачей. Так что ничего в этом зазорного нету. Мы не набиваем этого мешками. Если одного-двоих выстрелили, ничего в этом зазорного нету. Тем более это осень. Повторюсь, весной я на така не хожу. Просто боровую дичь весной для меня, ну, западло, получается, полный. И я весной их не трогаю. Пусть они и резвятся, пусть такуют, пусть плодятся. Зато осенью
нормальные выводки. Глухари, глухарки, косачи, тетерки, нормальные выводки и птиц много. Я на своем участке весной никогда не стреляю, зато осенью я могу позволить добыть и глухаря, и глухарку, и косача, и тетерку. Потому что я весной их не трогаю. Осенью я снимаю урожай хороший. Как-то вот так. Я надеюсь, я объяснил. А вот эти корявые понты, вот мы рыжих не стреляем. Да стреляют рыжих все. Просто многие не показывают. Все хотят казаться ласковыми, пушистыми. Все пьют, но никто не показывает. Чайковский, Морсик, пожарили, выпили, закусили, никто не пьет за столом. Такие правильные блогеры, такие все не пьющие. Видел я таких блогеров еще, смотрел ролик. Представляешь, в грудь тебя стучат. Да мы, самые супер фиш-блогеры, да круче нас только яйца, а вы смотрите каких-то там недоделанных чуть ли не блогеров, которые там и рыбачить-то не умеют, а нас не смотрите. Видел я еще таких охотников, которые выложили ролик, где они походили, постреляли рябчиков там, и тетерок там тоже, и все там все показали, и в грудь стучат. Да мы единственные охотники, кто ходит пешком, ходовой охотой вообще никто не занимается. Зачем хвастаться? Хвастунишки, я вообще, вот этих хвастунов вообще терпеть не перевариваю. Я, естественно, ничего не оставляю, никаких комментариев, что мне ровно все. Ну вот, почему-то очень многие, которые имеют свои каналы, тем более, хотят показаться круче, чем яйца. Они круче всех, правильнее всех. Мы рыжих не бьем, а ты вот бьешь, а на том канале бьют, да тут не бьют. Все это ерунда. Будьте самим собой. Увидели, выстрелили, да покажите, что скрывать-то. По-любому они бьют, просто на канале они могут показать, вот это все четко, здорово, красиво. А вот это, то, что мы там набили, спрятать. И постановка. Хорошо, как они осенью определяют, самка или самец? Тоже бьют же. Особенно по рябчикам, да? Ну вот, показывают налеты уток, да? Налеты, да. Налеты, бах-бах-бах-бах. Нет, я чисто самцов сбил, да, вот этих 3 штук. Так что все это ерунда. Все равно сильно. Это главное, да, весной и весеннюю охоту на боровую дичь. Я вообще, пусть живут, пусть плодятся, зато осенью будет хорошее. А насчет уток я скажу так. Утка у нас перелетная. И выбирать там самец-самка, да, по закону только бить на селезней. Селезень, шалаша, вот так вот, только селезень и все такое. Ну, мы стреляем и в лед, и все такое. И, возможно, вот тот подранок, который упал, самка, она и отложила яйца, и принесла потомство, и вот здесь она выросла, допустим. Потому что, по большому счету, вся утка летит в тундру и плодится, размножается там. Здесь единиц очень мало. Сейчас мы ждем ее обратный перелет. То есть там она размножилась. Как говорится, выводки, там у каждой с 2 уток, по идее, 8 уток, да, должно быть? 8-10 там. Я видел кладку 10 яиц. Вот видел кладку. Десяток-то бывает. Но 8-то это очень да, часто 8. бывает. Вот я говорю. Сейчас они летят обратно. Это, грубо говоря, даже если половину перестрелять, популяция от этого не уменьшится. Нет, конечно нет. На следующий... ты половину никак не перестреляешь. Не перестреляешь, я говорю. Утка, она перелетная, так что ничего в этом зазорного нету. Это просто, вот пишут комментарии те, которые хотят показаться вот такими правильными. Быстрее ее убьет всякий птичий грипп, вот тому подобное, всякие да. вот эти вещи. Бывает и такое, вот помню, вот в начале 200-х, сколько зайцев было тогда? Просто тьма, они как тараканы везде были. Хлоп, теперь зайцев нету вообще. Ну, есть единицы, но нету такого, вот, чтобы нашествие. Я надеюсь, я правильно объяснил тем, кто хочет меня услышать. А те, кто упертые, как бараны, блин, которые, вот зачем ты рыжих бьешь, блин. Не бейте весной дичь, ни черных, ни рыжих. Осенью зато будет и рыжая, и черная, и всякая. Как-то вот так. Я надеюсь, вы меня услышали. Вот это я хотел сказать. И давайте теперь на пассажок. Санек, что, с печкой нормально? Идем маханем. Или ты пас? Кого? Или ты пас? Пас? Да. Чего пас? Не пьешь больше? Нет, конечно. Вот, видишь, тоже понтует. Тоже рыжий. Тоже рыжих не бьет. Нет, я ничего не говорю, да. Надо
как бы беречь то, что мы имеем. Да, Ну, отсеивать тоже надо. ну, я говорю, если всех черных перебить, рыжим просто плодиться будет Я никак. говорю, отсеивать-то тоже надо. Это же как естественный отбор. Все ровненько, да. Ничего в этом зазорном. Мне отец говорил, осенью не вопрос. Можно, говорит. А весной, говорит, лучше вообще в лес не ходить. Старые у нас не было такой вот охота на таках. Не было же никогда такого. Весной наши предки никогда не ходили в лес вообще. Потому что, чтобы не потревожить тот склад, то, что они живут, плодятся, живут, как дикая природа получается. Туда нечего соваться. Вот сентябрь наступил, пожалуйста, ты иди и собирай дары леса, получается. Ягоды, грибы, дичь и все такое. Зверя. А весной нечего в лесу делать. А тут они, значит, на таках могут нахерачить глухарей. А потом говорят, где дичь? Ну, а тоже... Так что, друзья, чтобы не трещали, правильные, неправильные, или те, которые хотят казаться правильные, или те, которые выставляют себя правильными. Все это ерунда. Дичь у нас есть, у нас прессинга такого нету. Ты свою? Я свою. Я говорю, берегите дичь весной, осенью она будет. А если вы весной перестреляли всех черных, поверьте мне, самка без самца потомство не Ну принесет. и согласись, вот как и в человечестве, самок всегда больше, чем самцов. На самом Ну, деле. это так оно и должно быть. Да, но один глухарь, блядь, не может 200 копылух. Никак не может. Физически не А сможет. прикинь, он только в одну влюбится, да изменять не будет. Вообще, все. Она и помрет старой девой, эта кополуха. Как я. Кополуха? Нет, как я глухарь. Глухарь. Люблю одну жену. только. Это понятно. Это понятно, что люблю, да? Все мы такие. Однажды отец Онуфрий, Да, обнаружил обнаженную Ольгу. обходя окрестности Да, Онежского озера, обнаружил обнаженную Ольгу. И там длинный. Ольга, отдайся, озолочу, не. отстрой особняк. О, Ольга, отдайся. Длинный, там что-то рассказывал. Ольга, обдумав онне обстоятельства, отдалась отцу Онуфрию. Отец Онуфрий окончил онную операцию, он сказал Ольге о обещанных обещаниях. Ольга, осерчав, ошушенила отца Онуфрия оглоблями. Отец Онуфрий околел. Прикольно. Ладно, ну так как-то вот так. Мы еще, друзья, по пару чарочек и в люлю. Завтра, дай бог, чтобы пошла утка. И дай бог отстреляться, чтобы все было красиво. На пасашок. По открытой воде на пасашок. Чтобы закрытие сезона было действительно ударным. Ударим. Всем пока, друзья. До новых Пока. встреч на канале Коми Рыбак.